Смерть близкого человека всегда тяжело пережить. В доме Тутаевых вот уже 3 года не угасает боль потери отца, брата и мужа. Совбан Тутаев был верным другом, хорошим соседом и отличным семьянином. Он служил верой и правдой своему народу, защищал и оберегал родную республику. Он работал в ППС в Сунже. Подполковник милиции выезжал на спецзадание лично. В 2003 году в свой очередной выезд со служивцами в горно-лесистую местность на спецоперацию они наткнулись на бандитов, с которыми завязалась перестрелка. Совбан был ранен в ногу. 9 дней провел в лесу. И только из-за отека нижней конечности его буквально насильно отвезли домой. Оставив подполковника дома, сослуживцы вернулись обратно в лес. Тем же вечером бандиты в очередном нападении убили его 5 коллег, о которых он помнил до самой смерти. Ведь каждый из них был для него не просто товарищем, а родным человеком. Отойти от потерь своих бойцов было непросто. Несмотря на то, что врачи сказали, что Совбан больше не пригоден к службе, он снова вышел в строй, боясь, что кто-то может сказать, что он ушел из трусости. Долгих 6 лет он ходил по врачам, не мог оправиться от ранения. В итоге оказалось, что пошло заражение крови. Не стало Совбана Тутаева в мае 2017 года. Добрый, отзывчивый, готовый прийти на помощь. Именно таким его запомнили родные и соседи. У него остались жена и 4 детей. Dik daai dik was wat badde aljaga. Dik was wat. Alhamdulillah. Сидезу dik was betadir. شيول متك وريج اجر كيرتي در فدر يحيو الجورق يحيو اتر بيد متشو سجو على سجو واس يحيو اتر بعض يرش يقام يحيو لش سجور. Герой, не иначе. Именно так можно назвать Ису Буружева. Полковник милиции в отставке. Он прослужил в органах 32 года. Июнь 2004 года он запомнит на всю жизнь. Все годы он работал в УБОПе. В тот вечер после работы вместе с сыном, который также служил в органах, поехали домой в Сунжу. Уже там они узнали, что Назрань захвачена бандитами. Не раздумывая, они сели в машину и направились в сторону Назрани. Но на посту Яндери попали в засаду. Машину, в которой они ехали, буквально изрешетили. Они отбивались как могли. Иса был ранен. В него угодили 2 пули, одна из которых задела сонную артерию и осталась в теле. Минуты затишья ему и сыну чудом удалось вырваться из той засады. Этот вечер Иса Буружев не забудет никогда. Конечно же, на тот момент трудно было оценить весь масштаб вот этих событий, масштаб нападения, вернее. А потом уже стало известно, что это была очень хорошо подготовленная, очень широко, тщательно спланированная, крупномасштабная террористическая атака на республику. Что подобное еще не приходилось нам сталкиваться с таким. Вот. Но тем не менее, несмотря вот на внезапность нападения, ночное время суток, тем не менее, вот ребята, которые были на постах, те, которые вступили в огневой контакт с бандитом, они исключительно проявили себя мужественно. В тот день его прооперировали в больнице, но шансов никто не давал. Позже спецбортом Иса был доставлен в военный госпиталь имени Бурденко. После 7 суток он наконец смог открыть глаза, но почувствовал только свою левую руку. Как оказалось, он был частично парализован. Заключение врачей было неутешительным. Ему необходима была пересадка стволовых клеток и очень долгая реабилитация. 10 лет он просидел в инвалидной коляске. После удаления пули и различной терапии он смог встать и передвигаться, но только с ходунком. О своем таком положении за все эти годы он ни разу не пожалел. Иса уверен, если бы он на тот момент уже знал, что останется инвалидом на всю жизнь, все равно бы пошел на этот шаг. Зная, что там ребята сражаются, погибают, как можно было сидеть дома? Какой пример я подал бы, допустим, своим сыновьям? После этого я себя вообще не считал бы за мужчину даже, если я ту ночь не поехал бы. Таких историй о героизме в истории ингушского народа немало. Эти сотрудники правоохранительных органов защищали республику в самые тяжелые времена. Сегодня о них не забывают, по мере возможности помогают и вдовам погибших сотрудников, и тем, кто так или иначе пострадал от рук бандитов. Семья погибших, Далгешнул Денчаря, Цана, квартира Хацулуш Басабр,
бас семья. Цан и семья квартир хайлт вашта дадан хачер. А вот же семья ханз вебол дождь цан халук гелош. Да, андали халук гецан. Ха и семья и тоже квартир хайца документ хайца еще. Сан осл до. Вешт инвалидиш ханах. Цан коляскиш. Электрические коляски многофункциональные. Уж коляски я вашта дендой дада хачер. Коляски я вашта дендой. По 300-400 тысяч махбуш коляски. В сложные нулевые в результате различных нападений бандитов в Ингушетии в инвалидной коляске оказались более полсотни человек, 4 из которых прикованы к постели. Это конкретные цифры и конкретные человеческие судьбы, на примере которых нам надо жить более осознанно и делать все, чтобы сохранить такой ценой доставшийся нам мир и стабильность. Светлана Томова, Майрбек Мержоев. Новости 24.